Эта история могла случиться с любой алматинской девушкой, но произошла она именно почему-то со мной. Однажды я, юная и беззаботная девушка, которая всегда мечтала жить в Дубае на Джумейра-Бич, попала в чемкенский плен в поселок Жугиры. Пожалуйста, если кто-то нашел эту видеозапись, передайте ее моим родителям. Меня обманным путем привезли в этот дурацкий аул Жугиры. Сын шейха по имени Джонни оказался колхозником-пастухом Джанибеком. Что я только не делала, чтобы сбежать оттуда. Но все было напрасно. Иди, корова дается быстро. Чикагабул, слышь? Ну чё, это вкуснее, ма? Fuck you! Fuck you! Fuck you, кукушка! Fuck you. Fuck you. Yapma. Kendine fuck you demek çok olmaz. Так я стала самой настоящей келинкой. Ой, мұны нормальный қатын болмайды. В этом ауле я встретила своих новых друзей. Гөлөшпен болмайды. Братан, мой жена здесь, администраторы. Бізде гөлөш контроль болмайды. Так получилось, что именно там... Хотя зачем рассказывать? Смотрите сами всю правдивую историю келинки Сабины в кинотеатрах. Все, короче, приговариваю вас к долгой, счастливой семейной жизни. Бақытты болыңдар. Коха, ты выйдешь за меня? Нет. Как нет? Мои братья, они будут против. Я ничего не боюсь, никого. Ну, вы как познакомились? Так, ничего особенного. Просто Гоха меня на машине сбила. Вообще ничего особенного. Айдарик? Тома? Подождите, а вы знакомы? Представляешь, мы же с ним встречаться... Я не понимаю, как вот ты... Это же ты... Бишара? Да, молодец, Бишарашка. Мен сіздерге айттым ғой, қанап ятып, айтпаңдаш деп айттым ғой, өтіндім ғой. Сен Америка десе жақсы ма? Обещай, козел десе козел екенсің. Скажи честно, Айдар, кто лучше целуется, я или она? Братишка, ты чё? Чё, дофига каратишь, что ли? А? Да я не знаю, ну... Наравне. В 2008 году после кризиса он ушел в свой мир, почти 10 лет живет в лесу. И ты давай так шибко не говори, что в банке работал. Я в банке работаю. То есть... закручиваю банки. Выходи за меня, пока я не передумал. У меня уже есть жених. Кто? Где он? Это я. Ты выходишь замуж за карлика? Ал менің қарындасыммен арада қарым-қатынастарың қандай мақсатың болды? Жениться хочу. А келісімді бермесем қайтесің? Алып қашқанский. Прямо в яблочко. Моя ж... Они же нам не мешают. Они сами по себе, мы сами по себе. Вы далеко? А мы хотели с вами покататься. Вдруг мы целоваться захотим. Мой муж. Хозяйка, сәлеметсіз бе вообще? Где ваш муж? Мы братья ищем. Как их найти? Он говорит, если хочешь залезть на дерево, начинай снизу. Мы в Большой Америке Еркоши нашли. Вы думаете, что мы в маленькой Кении их не найдем? Багдали, так, ложитесь, это сон, сон. Еркош, это не сон. Мы в Африке, и нам хана. Они хотят, чтобы один из нас женился на местных девушек и остался тут навсегда. Походу, это действительно. В пятницу днем мы будем уже у вас.
Твой папа до сих пор сердится, что Самат сделал тебе предложение без его разрешения. Ну, мам, ну мы в каком веке живем? Сейчас так никто уже не делает. Мне надо тебе кое-что сказать. Звучит как-то пугающе. Знакомство с твоими родителями придется перенести. То есть твой шеф и его день рождения для тебя важнее меня, да? Угу. Козел. Тимур, ты должен мне помочь. Ты должен поехать со мной к моим родителям и выдать себя за моего жениха. Не, я, Кой, серьезно говорю, извини, людей обманывать не буду я. Ты чё? В общем так, зовут тебя Самат. Фамилия Ордабаев. Живешь сейчас в Астане. Перевелся туда по работе. Не нравится мне все это. Ты еще плохо знаешь Самата. Она беременна. Нет, я ее еще не... Ой, нет. Да я офигел тут, бля. У нее отец какой-то бандит, что ли? Что там? Он не бандит, он хуже. Кто? Пристрастие к алкоголю. Нет. Наркотики. Какие? Ой, то есть нет? Уверен? Да. Да не бойся ты его, он добрый. Видел я, какой он добрый. Я очень сильно люблю свою дочь. За нее любого порву. И веди себя естественнее. Папа как-то странно на тебя смотрит. Ну, извини. Я на актера никогда не учился. А ты постарайся. А я не хочу стараться. Самат жақсы жігіт. Көзінде жылылық бар. Надо запастись попкорном. Это будет... Мама очень сильно любит папу, а папа очень сильно любит маму. А Жека, папа, мама и я – моя счастливая семья. Саламат Сва. Ну, видели же недавно. И что теперь? Я стою, а ты сидишь. Здесь разводятся? Нет, здесь женятся. А разводятся там. Почему разводитесь? Изменили, бьете, пьете, не исполняете супружеский долг, не работаете, не любите? Привет, девчонки, как дела? Давайте знакомиться, меня Ермек зовут. Не успели развестись, уже по свиданиям ходишь. Почему развелся? Жена думает, что я изменил ей. Бери, отдай хозяйке. Ты передай, что у нее плоскопопие. Қазақтар бар ғой, изменаға вообще жоқ қой. Если что, тоқал аласың и официально изменять кетесің. Мы же это, вольные орлы. Она сказала, анау қаңғыбас үйге келсе, қаңған басын қаңғыртып жіберемін. Ты че, козел, а? Ой, ё... Что с тобой? Кого ты превратился? Это мой рисунок для сочинения. Извини меня, что так получилось. Айжа мне давно как дочь стала. Никогда не огрызалась. Только один раз, когда я ее назвала Таухпас. Но как только родственники мужа начали вмешиваться в нашу личную жизнь, я сразу сказала: «Гудбай, мой бай». По бешбармаку моей жены соскучился. Моя